7 апреля в Камрате был дан старт проекту «Гамкон», финансируемый Европейским Союзом. Инициатива о внедрении в Гагаузии проекта по поддержке молодежной политики и социальной сферы принадлежит посольству Словакии в Молдове. Цель проекта заключается в организации форумов, открытии социальных секторов для создания дискуссий и, как следствие, выявления проблем и возможные решения. Рабочая группа установлена в 4 областях – региональное развитие, социальная инфраструктура, образование и культура, молодежь и спорт. 13 июня прошли заседания рабочих групп по молодежному проекту. Основной приоритет был дан необходимости пропаганды здорового образа жизни, борьбе с безработицей, адаптации молодых мигрантов, укреплению института семьи, повышению качества образования. Мы можем подарить или дать как пример нашу структуру. Должны разработать уже вы, как местные. И то же, что кажется финансовых ресурсов. Здесь мы поддерживаем эту платформу. Мы пригласили всех, подготовили по менеджменту, можно так сказать, и будем концентрироваться на результат. Но что уже будет с этим результатом, это должны решить ваши власти и опять вместе с гражданским обществом. Где мы можем помочь финансовыми ресурсами, это будет потом заявка для гражданского общества здесь в Гагаузе на проекты, которые помогают гражданскому обществу. Главной целью является поддержать эти проекты, которые направлены на помощь своему обществу Гагаузы, чтобы они остались тут и развивали Гагаузу. Проект очень объемный, он рассчитан на 2 года. И эти средства, которые заложены в этом проекте, они направлены на поддержку молодых лидеров, поддержку гражданского общества, в том числе это возможность субгрантинга. То есть у нас предусмотрена эта система, будут определенные условия, будут определенные требования. Мы их озвучим чуть-чуть позже. Я думаю, что в начале осени мы уже запустим активно эту программу. В ходе обсуждения актуальных проблем молодежи были предложены пути решения. По мнению участников, необходимо уделить особое внимание проведению досуга молодых людей, чтобы увлечь их полезными делами. Это позволит избежать внедрения молодежи в неблагоприятную социальную среду. Для категории постарше, представители которой заняты поиском рабочих мест, нужно создать условия, отвечающие современным требованиям. Вести, например, секции по спорту, где были бы они бесплатные и могли бы принять участие дети из малообеспеченных семей. Есть очень много видов спорта, например, футбол и так далее, но, насколько я знаю, они платные, и детям, которые чувствуют, что у них есть предрасположенность заниматься этим спортом и хочется, не всегда они могут все принять участие. Есть и стадион здесь у нас, где могли бы их принимать с определенного периода времени, например. Вот. Должна быть создана единая онлайн-база поддержки молодежи. Также там будет и инфобюро, и также, чтобы там были разделы, например, в какие кружки, секции можно будет записаться. То есть вся информация для молодежи и также и информационное освещение. Конечно, у нас инфопорталы Гагаузии очень хорошо все освещают, но я считаю, что должен быть отдельный сайт, где все это будет расписываться. Еще очень хорошее предложение, чтобы у нас работа велась не только по городам, но и по селам. В селах с молодежью не ведется никакой работы, к сожалению. Должны быть открыты молодежные центры, хотя бы в крупных населенных пунктах, где население превышает, например, 5000 человек, чтобы там молодежь могла вечером прийти, отдохнуть, но например, не за алкоголем, а, например, настольные игры, пообщаться с друзьями. То есть вот такие вот молодежные центры. Следующее заседание рабочих групп пройдет 16 июня и будет посвящено образованию и культуре. Принять в нем участие имеют возможность все желающие.